Сегодня ремонт дороги на Якшу проходит практически без участия бюджета. Деньгами помогают лесники, вывозящие из-за поселка древесину. Правда, они же трассу и разрушают. Мощные колеса больше грузов делают проезд по грунтовке практически недоступным для легковых автомобилей. Они здесь просто вязнут. Средств на то, чтобы привести полотно в порядок, не хватает. В год на все 60 километров дороги государство выделило лишь 300 кубометров гравия. Хотя в одну только яму здесь могут поместиться всего 100 кубометров. Да всю жизнь тут работают. Кто ее только не строил везде, и Комсомольскую, и эту. И все построить не могут. Если сравнивать ее... Потому что только ее разбивают. Одни строят, другие разбивают. Вечером посмотрите, какие идут эшелоны с лесом. Такие трехосные КАМАЗы. А ведь по этой самой грунтовке систематически ходит маршрутный автобус и каким-то чудом не вязнет. В периоды межсезонья и после проливных дождей состояние полотна и вовсе становится плачевным. Совсем недавно уровень воды здесь был выше проезжей части. После того, как вырыли дренажные канавы, вода практически ушла. Чтобы привести дорогу в нормативное состояние, утверждает подрядчик, требуется около 100 миллионов рублей. И речь не идет об асфальтировании. Такая сумма нужна на полное выравнивание грунтовки. Ну просто вы поймите, что это вот сейчас это вот свежий грунт, который в дождь его не уплотнить. То есть даже каток, бесполезно выгонять сюда жижу. Подсохнет, недельку подсушить, укатается даже он сам, уплотнится, он грунт хороший. И будет дорога прекрасная и ровная. Выход сегодня один – объединиться вместе лесникам и государству. Глава Коми уже поручил Минстрою региона направить в район специалистов для оценки и принятия первоочередных мер. Для начала следует вырубить придорожные кусты, устроить кюветы и заменить пришедшие в негодность водопропускные трубы. Таисия Жакова, Любовь Филиппова, Олег Юшков, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Троицко-Печорский район.